Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. О самых значимых событиях этого дня в ближайшие полчаса. Общие цели, общие задачи. Испытываешь большую гордость о том, что татарин. О чем говорили делегаты второго в истории национального собрания Милләт жиыны, расскажет Рамиль Шайдуллин. Общими усилиями ради одного большого дела. Мы сегодня услышали финнов, мы сегодня услышали Казахстан, мы сегодня услышали мнение белорусов, им тоже это интересно. Как в Казани прошла международная конференция по сохранению родных языков, увидела Юлия Гоголева. Вместе с коронавирусом растет и заболеваемость ОРВИ. Эпидпорог уже превышен на 18%. Сейчас, в данный момент, введение каких-либо ограничительных мер не планируется, но, еще раз повторяю, это не исключается. О санитарно-эпидемиологической ситуации в Татарстане Айгуль Бадрудинова. Диджитал итоги. Порядка 3000 наших компаний обеспечивают лидерство среди российских регионов. Сегодня в Казани завершился международный форум Digital Week. Чем запомнился последний день? Подробности у Рамиля Галиуллина. Рустам Минниханов призвал всех татар страны принять активное участие во всероссийской переписи населения. Сегодня в Казани прошло пленарное заседание Национального собрания Милләт жиыны. Татары – это вторая по численности нация страны. По результатам переписи 2010 года в России проживает 5 300 000 татар. Как отмечают участники съезда, некоторые псевдоисторики предпринимают попытки повлиять на цифры, разделяя татар на группы. Делегаты собрания считают, наша сила в единстве. Продолжит Рамиль Шайдуллин. Второй в истории съезд нацсобрания Милләт жиыны приветствуют друг друга аплодисментами. Интеллигенция, ученые, духовенство, руководство республики. Они не виделись больше года и снова готовы решать вопросы, касающиеся всех татар мира. Во второй раз сюда, на Милләт жиыны, съехались делегаты со всей России. Если в прошлом году все вместе они принимали целую стратегию развития татарского народа, то в этом году вопрос для нации не менее важный – предстоящая всероссийская перепись. Татары – вторая по численности нация России. Какими будут цифры после грядущей переписи, зависит от активности каждого татарина. Ведь многие живут за пределами республики и страны. Рустам Минниханов обратился к делегатам с просьбой объективно провести перепись во всех регионах России. Әгәр дә сез булмасагыз, сезнең ярдәмегез булмаса, әгәр дә сезнең беләшмәгез бу эшне алып барып булмый. Әлбәттә безне бер читтер, менә мәктәпләрдә укыту, менә бу юридик яктан шулай системалар рәвештә эшне алып бару, ул мәсьәләләр бик кирәк. Урыннарда булганда без күп кенә регионнарга чыгабыз, чит илләргә чыгабыз, без гел үзебезнең милләттәшләребез белән очрашып, киңәшеп, эштән килгәндә ярдәм итеп, шундый эшне алып барабыз һәм барачакбыз. Сезгә зур рәхмәт, сезгә исәнлек саулык. Нам нужно понять, что только когда мы будем вместе, когда с гордостью будем говорить, что мы татары, только тогда наш народ будет жить. Мы обязаны сегодня пробуждать эту кровь у каждого татарина. И это, конечно, прежде всего задача семьи. О единстве прямо со сцены говорит и поет Фирдус Тямаев. Его новая песня о силе духа и воли татарского народа. Мы татары, мы много, мы сильный народ. Участники съезда не раз говорили о попытках неких политтехнологов пересмотреть историю. Татары и башкиры – это два крыла одной птицы. Словами Мустая Карима сегодня говорил Ментимер Шаймиев. Тарихтан быйыл курслар булган,
Во все времена были те, кто хотел нас разъединить, но они еще не смогли ничего добиться. И в этот раз мы пройдем через все сложности, как братские народы. Участники съезда традиционно на Милядж-Жиыны обсуждают наболевшие вопросы. Татары Калининграда просят помочь построить мечеть. Татары Тюмени популяризировать историю татарского народа. Рустам Минниханов пригласил всех делегатов на празднование 1100-летия принятия ислама в 2022 году. Мы должны и осознавать радость этого события и быть достойными его. В мире и согласии среди огромной семьи народов России. Привезли сюда большой чемодан. В этот чемодан мы положили эмоции, мысли, вот эти идеи. Мы все складываем, приедем в Москву и поделимся со своим окружением. Во время таких мероприятий испытываешь большую гордость о том, что ты татарин. Хочется еще что-то сделать более полезное для развития, чтобы внести свой вклад, помочь для татарскому народу, для развития татарской культуры. По итогам заседания церемония вручения госнаград. Их получили активисты татарских объединений, работники культуры и образования. Медалью республики за доблестный труд Рустам Минниханов наградил и нашу коллегу Лейсан Садриддинову. В завершении песня, которая объединяет татар всего мира. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Сделка века. Так журналисты сегодня назвали процесс объединения нефтехимических бизнесов группы «Таиф» и холдинга «Сибур». Две крупнейшие российские нефтегазохимические империи создадут союз, а в результате появится не просто мощнейший федеральный игрок, а глобальная компания мирового уровня. На чем сегодня сделал акцент президент Татарстана при подписании соглашения о сотрудничестве республики с «Сибуром» и какие перспективы открывает сделка для Татарстана? Подробности далее. О том, что Таиф и Сибур объединяются, СМИ говорят с апреля, когда впервые было объявлено о сделке века и подписан первый документ. Сегодня стороны договорились о том, что не просто передают 50 плюс 1% акций АО «Таиф» в обмен на долю в 15% акций в объединенной компании. 100% акций группы «Таиф», состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий, войдут, как говорят специалисты, в периметр сделки. Это подписание еще не завершение. На весь процесс уйдет по меньшей мере несколько дней. Но уже однозначно можно говорить о появлении на рынке крупнейшей нефтегазохимической группы на базе Сибур Холдинга, игрока мирового уровня. Для нас, для республики, очень важно, чтобы нефтехимия в нашей республике развивалась. Мы, когда эту тему обсуждали, я поставил несколько вопросов, на которые сегодня мы получили ответы. Событие такого мирового масштаба, да, рождается нефтегазохимическая компания там, мирового уровня, которая может войти в пятерку мировых компаний в этом бизнесе. На встрече еще раз было заявлено и подчеркнуто, с точки зрения активов для Татарстана ничего не меняется. Все заводы, а это крупнейшие градообразующие предприятия Нижнекамскнефтехим, Казань-Оргсинтез, энергетическая компания ТГК-16 остаются в Татарстане, будут платить налоги в республиканский бюджет, нести все бремя социальных обязательств. Кроме того, в полном объеме будет реализована и инвестпрограмма «Таиф» до 2035 года. Первое, мы понимаем, что это ускорит реализацию инвестиционных проектов. Второе, мы понимаем, что это поможет реализации кадрового потенциала и группы компаний «Таиф» и «Сибур». Третье, мы понимаем, что с точки зрения социального партнерства с республикой нам будет в объединенной компании сразу, с консолидацией 100% «Таифа», нам будет проще, прозрачнее, понятнее. Мы обсудили с нашими акционерами, с сибуровскими акционерами, с Дмитрием Владимировичем, если сложить наши возможности, темпы, которые у нас имеются, темпы у группы Сибур имеются, той, которой стабильные темпы, то можем эти темпы постоянно, постепенно, понемножку увеличивать и не отстать от развития мировой промышленности. У нас полное понимание, и понимание перешло в юридический документ. То, что эти компании будут работать как юридические лица, будут крупными нашими налогоплательщиками. Значит, самое главное, вы на себя берете большую, огромную ответственность продолжить наши инвестиционные
планы. Это для нас очень важно. Создание объединенной компании позволит усилить позиции России на рынках нефтехимии и химии, повысить конкурентоспособность отечественной продукции в мире. Сибур всегда был и остается надежным партнером Татарстана, подчеркнул Рустам Минниханов на встрече с акционерами Таифа и Сибура. Время укреплять и усиливать это сотрудничество. Президент Рустам Минниханов и председатель Совета директоров Сибур-холдинга Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и Сибуром. Светлана Кадырова, Тимур Бекмурзин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Роспотребнадзор не исключает введение новых ограничений в Татарстане в связи с увеличением нагрузки на систему здравоохранения. Вместе с коронавирусом растет и заболеваемость ОРВИ. Сейчас показатель по острым респираторным вирусным инфекциям почти в 1,5 раза выше по сравнению с осенью прошлого года. Эпидпорог уже превышен на 18%. Сейчас, в данный момент, введение каких-либо ограничительных мер не планируется, но, еще раз повторяю, это не исключается. Если мы будем видеть, что вакцинация идет не совсем активно, и если мы будем видеть, что все-таки рост заболеваемости пошел, и это может грозить какими-либо перегрузками в системе здравоохранения. Поэтому еще раз повторяю, что введение мероприятий не исключается. Тем временем нагрузка на систему здравоохранения уже ощутима. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана, ситуация в медучреждениях напряженная, но пока справляются. Но скоро могут потребоваться дополнительные койко-места. Ситуация в медицинских учреждениях напряженная в соответствии с той санэпидситуацией, которую мы фиксируем. В целом она контролируема. Медики свою функционал выполняют, ситуация справляется. В республике зарегистрировано 32 случая заболевания британским штаммом и 125 индийским. Таким образом, дельта на сегодня составляет 80% в структуре всех выявленных штаммов. За последние сутки 380 детей не допущены к занятиям в связи с повышенной температурой либо другими признаками болезни. С 1 сентября зарегистрировано 36 случаев заболевания ковид в образовательных учреждениях. Это 13 работников школ, 1 сотрудник вуза, 9 школьников, 3 учащихся колледжей и 10 студентов вузов. Всего с нарастанием с 1 сентября не допущено в организованные коллективы 6833 ребенка. На сегодня находится на разобщении в республике 16 классов. Общее количество детей 305 человек. Это 14 классов в Азнакаев и 2 класса в Бавлах. Красная зона заполнена, пациентов размещают в коридорах. Нагрузка на медиков возросла в разы. Об этом рассказало руководство Нижнекамской ЦРБ на пресс-конференции. Если раньше в госпиталь попадали пожилые люди, то сейчас много молодежи, особенно беременных. По каждому тяжелому случаю нижнекамские медики консультируются с казанскими коллегами. Отмечают, болезнь прогрессирует быстро и накладывается на сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Мы приближаемся активно по цифрам ко второй волне. В госпитале переполнены палаты, коридоры у нас заполнены, помещения служебные. Огромная, колоссальная нагрузка идет на медицинских работников. Мы, конечно, этого очень боялись. Кроме вакцинации у нас ни препаратов, ни каких-то других методов лечения от ковида не придумано нигде в мире. Поэтому в первую очередь, чтобы обезопасить себя, обезопасить своих близких и родных, каждый человек должен принять для себя решение, принципиальное решение – это прийти и привиться. В России повторился антирекорд по числу умерших от ковид за сутки. Скончались 820 человек. Последний раз такие цифры оперштаб приводил почти месяц назад. По стране 21 400 новых заболевших, как накануне. В Татарстане выявлено 57 случаев ковид, 20 пациентов госпитализированы. Традиционно чаще всего заражаются в Казани, 23 человека, в Набережных Челнах 7. Привились почти 1 072 000 татарстанцев. Вторую прививку получили 933 500. В Казани сегодня завершился масштабный форум Digital Week. На протяжении 3 дней разработчики со всего мира представляли свои IT-проекты. Эксперты обсуждали будущее отрасли. Проведение форума в Татарстане не случайно. Республика находится на передовых позициях по цифровизации систем госуправления и оказания социальных услуг. Итоги IT-марафона у Рамиля Галиуллина.
Светодиодные костюмы и электронная музыка. Церемония закрытия форума отвечает его содержанию. 15 тысяч участников из 48 стран мира. Больше 100 лекций, на которых выступили 600 спикеров. Сегодня Татарстан занимает передовые позиции в стране по поддержке IT-отрасли. Как отметил Алексей Песошин, 3000 республиканских компаний обеспечивают лидерство среди российских регионов. Достижение республики – это результат целенаправленной поддержки цифровых инициатив регионов правительством России. Дорогие друзья, от имени правительства Республики Татарстан, от имени организаторов и рабочей группы форума я хочу поздравить всех с завершением большой и напряженной работы. Татарстан – один из лидеров по тестированию и внедрению технологических новшеств. Одно из таких направлений – создание интеллектуальных транспортных систем. Их внедрение создает спрос на сервисы мобильности, в том числе задает тренд на беспилотный транспорт. Важность места проведения форума определялась тем, что Республика Татарстан сегодня является наиболее масштабной площадкой разработки, тестирования и внедрения перспективных технологий. Помимо транспортной отрасли, цифра активно проникает и в сферы образования, здравоохранения, культуры и АПК. Форум дает шанс заявить о себе молодым IT-специалистам. Возможность показать класс в своих компетенциях получили участники чемпионата по стандартам Digital Skills. Участники со всей России к нам приехали для того, чтобы посоревноваться в 35 направлениях компетенций. Я думаю, что у многих из вас была возможность воочию посмотреть, а что же это такие новые цифровые профессии, цифровые индустрии, которые уже не завтрашнего дня, а здесь сейчас мы можем воочию видеть. Так завершился масштабный IT-марафон. Слет мировых инноваций планируется и в следующем году. Рамиль Галиуллин, Ильдар Софиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. 19 медалей завоевал Татарстан на чемпионате Digital Skills. Сегодня на полях Казань-Экспо подвели итоги первенства в сфере информационных технологий по стандартам WorldSkills. Наши ребята завоевали 8 золотых, 6 серебряных, 5 бронзовых медалей. В неофициальном зачете регионов по количеству медалей Татарстан уступает только Москве. В соревнованиях по компетенциям приняли участие 289 конкурсантов из 29 регионов России. В Госдуме Татарстан будут представлять 15 депутатов. ЦИК России установил общие результаты выборов. Сегодня состоялось заседание Центральной избирательной комиссии России. Мандаты депутатов Госдумы распределили следующим образом. Единая Россия – 324 депутата. КПРФ – 57. Справедливая Россия, Патриоты за правду – 27. ЛДПР – 21. Новые люди – 13 депутатов. По одному депутату от партии «Гражданская платформа», «Родина», партия «Роста». Их кандидаты одержали победу в одномандатных округах. 5 депутатов Госдумы избрались в новый созыв в порядке самовыдвиженцев. От Татарстана по партийным спискам от «Единой России» прошли Рустам Минниханов, Айрат Фарахов, Татьяна Ларионова, Айдар Медшин, Максим Топилин, Руслан Гаджиев, Елена Ямпольская, Ирик Богуславский. От КПРФ Артем Прокофьев. И по одномандатным округам прошли единороссы Илья Вальфсон, Ильдар Гельмуддинов, Олег Морозов, Альфия Кагогина, Азат Ягафаров, Марат Нуриев. Око за око, спам за спам. Мэрия Казани устроит автодозвон по номерам расклейщиков объявлений. Что услышат расклейщики, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Редкие старинные книги и тюркско-татарские рукописи XVII века, пространственные инсталляции и аудиоотрывки из радиотрансляций. Все это на уникальной выставке «Глобальный мир татарской книжности». На открытии в Национальной библиотеке республики побывали президент Рустам Минниханов и государственный советник Минтимер Шаймиев. Какие экспонаты их впечатлили и что организаторы подготовили для ценителей книжной старины, расскажет Айгуль Бадрудинова. Рустаму Минниханову и Минтимеру Шаймиеву показывают древние эпитафии надгробных камней XIII века. С них началась история татарской письменности. Эпиграфические памятники представлены в современном формате. Это называется мэппинг. Как вместо ручек использовали перо, когда появились печатные машинки, на выставке не только эволюции татарской книги. Здесь можно узнать историю татарского народа. Вот, например, на этом стенде представлены переводы рукописей с персидского языка. Минтимер Шаймиев отметил, что на этот стенд нужно добавить и стихотворение Тукая о медресе. Президент Татарстана заинтересовался стендом анимации произведения Абдуллы Алиша. Печатная машинка будто печатает мысли татарского поэта. Мы, татары, впитывали мировые
тенденция в книгонаписании, как мы изучали арабскую графику, какие книги, и вплоть до того, как сменялась арабская письменность на латиницу, а потом в последующем дальше на кириллицу. Вот эта преемственность, которая существует в культуре татарского народа. В книжных фондах Татарстана хранится огромное количество уникальных экспонатов. Около 14 тысяч печатных изданий на арабской графике. Также в этом отделе хранятся фотографии конца 19-го, начала 20 веков с изображениями известных личностей татарского народа, также татарских типажей. Сама выставка подобна книге. Здесь и иллюстрации, и тексты, и современная инсталляция. С глобальным миром татарской книжности может ознакомиться любой желающий. Выставка работает каждый день с 11 утра до 7 часов вечера. Айгуль Бадрудинова, Тансылу Насырова, Алмазы Аддинов, ТНВ, Казань. Родной язык – источник исторической памяти и культурного наследия. Конференция с одноименным названием сегодня прошла в Казани. С докладами о сохранении языков своих народов выступили десятки гостей из регионов России. Были ученые из Беларуси и Турции. Как сохранить национальный язык, чтобы на нем не только говорили, но и думали? Предложение выслушала Юлия Гоголева. На этом языке проводятся различные мероприятия. Республика Алтай, Крым, Удмуртия, Хакасия – это лишь часть национальных республик, которые сегодня показали уникальные исторические документы. Это запись благодетеля буддийского монастыря в Бурятии. Послание на древнемонгольском алфавите. Читать нужно столбиками сверху вниз. Сейчас это уже история. Документы хранятся в Госархиве Бурятии. Гости из Турции привезли не только редкие рукописи, но и современный документальный фильм об Османской империи. Молодежный формат в виде 20-минутных серий так прививает любовь к истории и культуре своей страны. Для Республики Турция участие в этой конференции имеет большое значение. Сегодня мы привезли на выставку около 20 документов. Они охватывают период с 15 по 20 века. На пленарном заседании участники сидят через одного. Организаторы благодарят гостей, что приехали в Татарстан. Все ради одной большой задачи – сохранения языков своих народов. Процессы, которые происходят в нашем мире, в современном мире, это как глобализация, урбанизация, развитие огромных информационных сетей. И они, конечно, несут опасность для сохранения языка. Говорят, что в среднем в мире за месяц умирает 2 языка. И я не считаю, что перспектива нашего татарского языка она такова. Видимо, каждый представитель своей национальности думает о себе таковым, что его язык должен быть сохранен, и он должен быть вечным и в постоянном развитии. В Иркутской области татарский язык изучают в 7 школах и 1 детском саду. У нас проживает в Усердынском бурятском округе около 6 тысяч татар. Всего их у нас по переписи 2010 года в Иркутской области проживает более 20 тысяч татар. Повезу учебники из Министерства образования с Татарстана. Они очень хорошо поддерживают вот эти образовательные организации, где в такой дали, в Сибири, татары сохраняют свою традицию и язык. Национальными республиками Мордовия, Мария, Удмуртия, Башкирия, Чувашия мы очень активно работаем и проводим различные конкурсы, фестивали, олимпиады. Европейский Союз, там порядка 100 тысяч татар проживает, и делаем все для того, чтобы они сохраняли свой родной язык. Эта конференция из региональной, всероссийской переросла, как вы видите, международную. Турция заявила очень свое внимание. Мы сегодня услышали финнов, мы сегодня услышали Казахстан, мы сегодня услышали мнение белорусов, им тоже это интересно. Чтобы заинтересовать молодое поколение учить язык своих предков и, самое главное, привить к нему любовь, предлагают проводить диктанты на родном языке, открывать философские клубы и издавать электронные энциклопедии. Участники конференции сошлись в одном. Самое главное, чтобы язык передавался из уст в уста, и дети с рождения слышали родную речь. Юлия Гоголева, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Собрание сочинений Габдуллы Тукая на татарском, русском и английском языках в 3 томах стало книгой года 2021. Церемония награждения лауреатов национального конкурса прошла в Москве. Диплом вручили директору татарского книжного издательства Ильдару Сагдатшину.
В трехтомнике представлены самые популярные стихотворения и поэмы татарского классика, а также его воспоминания о детстве. Конкурс «Книга года» проводится при поддержке Министерства цифрового развития России. На победу претендовали 700 книг от 110 издательств из 30 городов страны. Максимально раскрыть потенциал людей с особенностями развития – это задача специальной олимпиады, которая пройдет в Казани в 2023 году. Об этом сегодня заявил Рустам Минниханов на встрече с организаторами зимних игр. Они обсудили вопросы организации и безопасной среды для атлетов с ментальными особенностями. О миссии игр и подготовке к ним Рамиль Галиуллин. Представителей специальной олимпиады Рустам Минниханов встречают сразу после осмотра спортивных объектов. Здесь же подарок президенту – мяч, как символ, объединяющий мир спорта. От приветствий к обсуждению подготовки к особенным играм. Для нашей республики это очень знаковое событие. Ну и сегодня наша одна из таких важных целей – максимально раскрыть потенциал людей с особенностями интеллектуального развития. У Казани огромный опыт проведения спортивных соревнований самого высокого уровня. Объекты города соответствуют всем современным требованиям, отмечают иностранные эксперты. Мы посетили объекты по хоккею, лыжам. Это одни из лучших объектов, которые мы когда-либо видели. Уверена, что все делегаты, атлеты и гости, которые сюда приедут, получат невероятный опыт. То, что мы с вами сейчас делаем, это фантастическая возможность реабилитации в молодом возрасте, для того, чтобы уже в возрасте совершеннолетия эта категория граждан имела совершенно обычную жизнь российского гражданина. Делегаты пообщались и с участниками будущей Олимпиады. Сегодня в России около 130 тысяч человек с интеллектуальными нарушениями занимаются физической культурой. Подготовка спортсменов идет по всей стране. В январе 2023-го Казань примет 2000 участников из более чем сотни стран. Казань – уникальный город, который совмещает в себе исторические аспекты и культуры, и образования. В Казани есть все, что отвечает всем целям и миссии нашего движения. Специальная Олимпиада проводится с 1968 года. Спортивная программа зимних игр включает соревнования по горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. Рамиль Галиуллин, Тансылу Насырова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Обладателями звездного билета сегодня стали писатель Евгения Некрасова и музыкальный актерский бенд «Необарды». 2 часа назад в Казани завершилась церемония вручения премии «Аксенфест». Литературно-музыкальный фестиваль вернулся в Казань после 2-летнего пандемийного перерыва. Уже прошли фотовыставки, встреча с именитыми писателями современности. Была презентована новая литературная работа Андрея Макаревича «12 месяцев, 12 рассказов». Традиционно фестиваль завершается звездным билетом. Его вручают молодым талантам в сфере литературы и искусства. Скромные райдеры Барда придется читать. Раз миллиардами метры эстрады взгребли. Это такая всегда странная, удивительная лотерея, но сейчас я действительно словно получила этот звездный билет. Я очень рада, что тексты, которые я пишу уже на протяжении последних 10 лет, они были вот так вот прочтены и оценены. Такова информационная картина дня. Больше новостей на наших страницах ВКонтакте, Инстаграм. Всего вам доброго. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. О погоде на предстоящие сутки узнаем после полезной информации. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца сентября доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По прогнозу на предстоящие сутки осадков станет меньше, а температурный фон немного повысится. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево облачность сохранится. Ночью и днем дожди, будет прохладно, плюс 10. Немного потеплеет в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Плюс 10-11 градусов. Пройдут дожди в первой половине дня. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше ожидается облачная погода. Ночью и утром местами дожди. В Арске, Кукмаре и Балтаси небольшие осадки. Температура воздуха неизменно плюс 10.
В Болгаре, Дрожжином и Буинске ночью и утром ожидается дожди и плюс 11-13 градусов. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше облачно, местами дожди и плюс 11 градусов. В воскресенье во второй половине дня вновь начнутся дожди. В Казани будет облачно, ночью и днем дожди. Температура ночью 9 тепла, днем до плюс 12. Ветер восточный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Магнитное поле Земли спокойное. Если ветер к вечеру не ослабевает и меняет свое направление, то стоит ожидать приближения циклона и непогоду. По прогнозу синоптиков, ветер стихнет, а значит, есть надежда на улучшение погоды. Хороших вам выходных. На этом наш выпуск завершен. До свидания.